Так, спасибо огромное еще раз, Хайрло Файзлович, за очень интересное выступление. Очередной выступающий у нас глава регионального представительства Международной Федерации Общества Красного Креста и Красного Полумесяца, доктор медицинских наук Даврон Мансурович Мухаммадиев. На презентации мы увидим в названии вашей темы, не буду ваше время злоупотреблять. Уважаемые участники сегодняшней конференции, сегодняшнего международного круглого стола, дорогие друзья, прежде всего хочу выразить признательность организаторам сегодняшнего крупного мероприятия. Спасибо. За приглашение и возможность выступить с докладом по тем направлениям, на которых я специализируюсь на протяжении многих лет, а именно вкладу великого ученого, мыслителя, врача, философа Абу Али ибн Сина в развитии психического и общественного здоровья. Очень рад видеть всех коллег, врачей, друзей. И очень важно, что организаторы мероприятия, посольство Республики Таджикистан в Москве, общественного совета Московского дома национальности создали нам такую возможность дружеского общения по такой важной теме. В ходе подготовки к своему выступлению я переработал массу доступной литературы. Еще раз для себя подтвердил тезис о том, как мог гений одного человека, жившего почти 1000 лет назад, так широко осветить в своем каноне врачебной науки все стороны медицинской науки того времени. Он опередил свое время, и мы все, особенно врачи, прекрасно знаем, что практически все положения, изложенные в его трудах, актуальны и по сей день, подтверждаются сотнями, тысячами исследований, многими поколениями наших ученых-медиков. Мы с полным правом можем говорить о неувядающем наследии Авиценны, которого современники, отдавая дань врачебному искусству ученого, как здесь говорил представитель посольства Ирана, называли хакимом или князем врачей, да, или говорили шах-ур-раис, разные у него были титулы, и еще раз подтверждается тем, что он опередил свое время, и поэтому, сколько бы мы здесь ни выступали, у нас не найдется достаточно времени для того, чтобы осветить всю полноту его таланта. Для нас всех прекрасно и хорошо известно, что Абу Али ибн Сина обессмертил свое имя работой в области медицины, и практически до 13-14 века канон врачебной науки оставался важнейшим руководством для медиков Запада и Востока. Он был переведен и преподавался как настольная книга для многих поколений врачей того времени. Поэтому для нас представляется на сегодняшний день очень важным, и я считаю, что это один из важных итогов, наверное, сегодняшней конференции, это о том, что мы еще раз подтверждаем серьезный и неоценимый вклад Абу Али ибн Сина в развитие мировой медицины, не только Востока. Ну, переходя к теме своего выступления, я бы хотел начать с того, что многообразие вопросов психического здоровья излагается в 4 и 5 статьях в 2 томах 3 книги канона врачебной науки. Оно, в принципе, занимает относительно небольшое место по сравнению с остальными отраслями. В то же самое время в этом небольшом по объему труде наш великий ученый смог уместить множество основополагающих мыслей, понятий физического здоровья, изложил результаты огромного числа своих наблюдений за душевно больными, экспериментов и широко осветить массу вопросов, которые стояли перед ним и стоят сейчас перед нами в сфере психического здоровья. Поэтому в данной главе, среди прочего, Абу Али ибн Сина описывает структуру психологического аппарата человека, связь психических функций с мозгом. Надо понимать, в каких условиях Абу Али ибн Сина тогда изучал, работал. Тогда не было никакой аппаратуры, тогда не было ничего того, что мы сейчас имеем. Тогда нельзя было осуществлять анатомическое исследование трупов, да, поскольку религиозные ограничения существовали. И вот на этом фоне иногда говорят, что объем студента-медика сейчас, первого курса, больше, чем тогда Абу Али ибн Сина. Это правда. Но как мы сейчас учимся и в каких условиях работал Абу Али ибн Сина, это совершенно разные вещи. Поэтому то, что для нас может считаться очень простым, понятным,
А Авиценна, как здесь уже говорилось, считал медицину очень простой наукой для себя по сравнению с остальными философскими науками, которыми он занимался. Тем не менее, все эти тезисы, которые изложены, они на сегодняшний день серьезное значение имеют. Вот в начале в своем выступлении уважаемый представитель нашего посольства уже говорил о темпераментах, да? И это лежит в основе вот концепции психического здоровья. Мы говорим по-таджикски «миджоз». Да? «Миджоз», он не изучался никогда. И вот я сравнил его классификацию Абу Аль-Авиценно 1000 лет назад и современную классификацию, значит, темпераментов человека. Если вы посмотрите, я не буду все перечислять, но все те типы темпераментов и типы, значит, личности человека, о которых мы сегодня говорим, это холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики, это как раз горячая, холодная, влажная и сухая натура человека. 1000 лет, очень простым языком, 1000 лет назад это было отмечено, и таким образом Авиценна впервые в истории медицины определил, что сознание является важным фактором, который определяет здоровье человека. Если мы сейчас посмотрим на определение Всемирной организации здравоохранения по здоровью человека, она точь-в-точь повторяет концепцию Абу Аль-Авиценно, потому что Всемирная организация здравоохранения говорит, что здоровье человека – это сочетание духовного, душевного и физического благополучия человека. 1000 лет назад опередил Всемирную организацию здравоохранения наш с вами великий соотечественник. И следующий аспект, он уже касается непосредственно клинической психиатрии. Абу Аль-Авиценно описывал прекрасно бред и галлюцинации. Бред и галлюцинации. Психиатрия вообще считается самым сложным направлением медицины. Нам не дано изучать мозг человека ни физически, ни духовно. Абу Аль-Авиценно более 1000 лет назад уже изучал и совершенно четко выделял нарушение восприятия сознания в том, что некоторым больным слышится шум воды, похожий на журчание воды, удары молота, звук барабана, шелест листьев деревьев, запахи, приятные или неприятные запахи, огонь, искры, которые он ощущает, что-то видит правильно и что неправильно. Это как раз те нарушения восприятия, бред и галлюцинации, которые сейчас современная психиатрия изучает. И надо помнить, что психиатрия стала развиваться только с конца XIX века, в начале XX века. В Советском Союзе ее одно время даже клиническую часть разрешали, а психологическую запрещали. Поэтому вот это все, еще раз подчеркиваю, что, может быть, для нас, для врачей, это все кажется в порядке вещей, но 1000 лет назад формулировать эти сложные вещи, это касается довольно сложно, да? Ну и такой интересный момент – это учение о пульсе. Мы все хорошо знаем, и очень много даже притч о Абу Аль-Авиценно по этому поводу. И вот на тот момент Абу Аль-Авиценно насчитывал 9 простых типов пульса. А патологических разновидностей он более чем 60 видов пульса оценивал. Современная медицина может оценить только 20 видов пульса. И вот пульс газели, отличить мышиный пульс от пульса мышиный хвост, вот это было присуще Абу Аль-Авиценно в очень простом, понятном языке. Также Авиценна предложил, что пульс нужно измерять предплечьем. Предплечье и в спокойной, значит, обстановке. То, что мы сейчас обычно делаем, мы обычно рекомендуем. И вот вопрос, а почему Авиценна предлагал измерять предплечье? Потому что раньше, особенно когда женщины приходили на прием, им нельзя было открывать руку, они даже сами за занавеской сидели и только руку могли разрешить дать врачу для того, чтобы он по пульсу поставил диагноз. Без ультразвука, без КТ, без всего, без анализов, к которым мы сейчас привыкли, Абу Аль-Авиценно 60 характеристик пульса изучал. Я считаю, что это одно из таких практичных, хороших рекомендаций, которые через 1000 лет для нас, особенно для медиков, они являются основополагающими. Да? И вот до наших дней дошла такая легенда о пульсе. У одного богатого бухарского купца заболела дочь загадочной болезнью. И они уже отчаялись найти причину. Купец пригласил известного Авиценну,
который взял девушку за запястье, дальше нельзя было, как я сказал, начал спокойно перечислять улицы Бухары и попросил, Самарканд, может быть, да, попросил зачитывать перед ней название улиц. На одной из имен лицо девушки постепенно порозовело, стало более позитивным, и оказалось, что именно по этому адресу живет возлюбленная этой девушки. И вот таким образом по пульсу, по частоте сердечных сокращений он понял, что надо вот таким образом лечить эту девушку, и купцу ничего не осталось, кроме как согласиться на брак между влюбленными. Таким образом, через пульс он даже создавал благоприятные условия для семейной жизни в том числе. Ну и, конечно, когда мы говорим об эмоциях, о влиянии стрессовых факторов, несомненно, эмоции, по мнению Абу Али ибн Сино, способны влиять на индивиды. И вы помните, опять же, из легенд Абу Али ибн Сино, вот фильм, который в Холле, очень известный фильм, да, «Юность гения», который мы все очень любим. Да, еще 2 минутки. Значит, опыт, эксперимент о тех 2 баранах, которые питались одинаковой пищей, но у одного барана был стрессовый фактор, у другого не было, и они, соответственно, негативно воспринимали, либо нет, и таким образом один баран от стрессовой ситуации умер, а другой благополучно развивался. Вот 1000 лет назад Абу Али ибн Сино подтвердил и впервые разработал методы определения стресса на организм человека. И несколько минут я уделю вопросам профилактики заболеваний, да? Да, нет у меня, правда? Вот, ну, в первую очередь, да, до микроскопов, за несколько веков до открытия микроскопа Абу Али ибн Сино впервые открыл концепцию микроорганизмов, влияние микробов на формирование болезней и то, что они передаются маленькими невидимыми существами по воздуху. Впервые обратил внимание на заразность оспы, холеры, чумы, проказы, разработал профилактические меры по этим заболеваниям. Ну и, конечно, для поддержания чистоты тела он настаивал на необходимости регулярного совершения омовений, остерегаться прикосновения к грязным предметам, ну и, конечно, физкультуры. Вот здесь я буквально слайд один, классификация возраста по Авиценне и классификация возраста, принятая Всемирной организацией здравоохранения. Пожалуйста. Ну, конечно, тогда средняя продолжительность жизни была короче, чем сейчас, но если мы посмотрим на классификацию Авиценны, она полностью, может быть, нам нужно патент взять для Всемирной организации здравоохранения, чтобы они признали, да, этот факт. Ну вот я заканчиваю и хочу сказать, что я очень бегло посмотрел, что очень много вузов, и где бы я ни бывал в разных странах, очень много вузов и вообще медицинских учреждений, учебных заведений носит имя Абу Али ибн Сино. Ну, конечно, это наш Таджикский медицинский университет, который многие из нас окончили, Бухарский медицинский институт, ну и даже вот в Грузии, в Кыргызстане, даже в Будапеште и в Грузии медицинские институты носят имя Авиценны. Похвально, что эти вузы почитают и в знак памяти, в знак признания заслуг подчеркивают имя нашего уважаемого ученого, но мне кажется, одним из таких практических предложений могло бы быть то, что мы, ну, конечно, это может посольство через правительство нашей республики, создать ассоциацию вузов, и носящих имя Абу Али ибн Сино, обмениваться информацией, обогащать совместно то, что мы сегодня обсуждаем. Спасибо огромное.